С 2020 года угледобывающая компания «Кыргызнафта» выиграла тендеры на 403 миллиона сомов. Подробности сделок выяснило издание «Фактчек КG». Некогда компания была зарегистрирована на Айнагуль Маматову, дочь депутата 6-го созыва парламента Абдимухтара Маматова. Позже фирму чиновник переписал на своего племянника Санджара Абилова. Многомиллионные гостендеры компания выигрывала исключительно во время депутатства Абдимухтара Маматова. К слову, законодатель этот был членом комитета Жогорку Кеңеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию. «Кыргызнафта» работает на рынке с 2014 года. По документам занимается добычей бурого угля. В гору дела у компании пошли в 2020 году. Именно тогда она заплатила в казну крупную сумму в виде налогов 1 миллион сомов. И именно с этого года компания и начала выигрывать государственные тендеры. Так, в августе 2020 года «Кыргызнафта» заключила свой первый договор на сумму 376 тысяч сомов. Уже в следующем месяце на 7 миллионов сомов. Пик пришелся на октябрь 2021 года – 63 миллиона сомов. Отметим, что срок полномочий 6-го созыва Жогорку Кеңеша истек в конце ноября – начале декабря 2021 года, после чего суммы тендеров выигранных компаний заметно уменьшились. ОСО «Кыргызнафта» принимала участие даже в тендерах по закупке ГСМ и электричества, при том, что она специализируется на добыче угля. В половине случаев договоры подписывали напрямую. Речь о бесконкурентных торгах. Меньшая доля пришлась на упрощенные и одноэтапные виды тендеров. Чаще всего у «Кыргызнафты» закупались структурные подразделения МВД, Международный аэропорт Манас и Министерство чрезвычайных ситуаций. В СМИ компания эта упоминалась во время событий в Баткенской области. Компания тогда продала МЧСникам топливо на 500 000 сомов. Это лишь маленькая доля тендеров, которые выигрывали родственники Маматова. Ранее Клоп КG обнаружил, что с 2015 по 2020 год сын Абдимухтара Маматова Акылбек Маматов, владелец сети заправок «Раб Петролиум», заключил более 3900 контрактов на поставку топлива, выручив на этом более 1 миллиарда сомов. Таким образом, один из крупнейших импортеров нефти стал вторым в стране поставщиком нефтепродуктов для государства. Закон о государственных закупках устанавливает общие правовые и экономические принципы государственных закупок и регулирует порядок их проведения. Государственным, муниципальным служащим и работникам закупающих организаций и членам конкурсной комиссии запрещается: первое – оказывать какое-либо влияние на решения в государственных закупках в интересах любой из сторон закупок. Второе – участвовать в качестве поставщиков, подрядчиков, консультантов или быть с ними аффилированным лицом при закупках. Из Закона о государственных закупках. Компания, подконтрольная депутату парламента и члену профильного комитета, выигрывала гостендеры. Абдимухтар Маматов, будучи лицом, обладающим властными полномочиями, мог влиять на результаты торгов. А это нарушение закона.